Zaman hayırlı olsun GRT kanalında Гагаузия gün-günden programması ben onun götürücüsü Marina Tapal. Gel çoktan Kişinyov'da Avrupa çempionatı geçti. Ağır atletikada orada pay aldılar. Gagauzia'nın sporçuları dence kızlar, öyle de çocuklar 15 genç olan. Oradan onlar getirdiler çok medali, 20'den medali taziydi. Bugün stüdyomuzda bulunur ağır atletika Dolay okulun başı Виктор Федорович Мавради. Виктор Федорович, zaman hayırlı olsun. Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, добрый день всем присутствующим телезрителям. Расскажите, пожалуйста, о прошедшем чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Как шла подготовка команды, как проходили соревнования, какова ваша оценка выступления наших атлетов? Ну, в общих чертах, если говорить, соревнования проходили с 1 по 10 июля. Участвовало 38 стран, более 400 участников. Что касается нашей сборной, выступили неплохо. А если углубиться, наш представитель Гагаузии стал серебряным призером до 17 лет. Это, я считаю, что большое достижение. Парень молодец. И в его победе вклад всей нашей команды, начиная от федерации, тренеров. Если говорить по вкладу федерации, могу отметить Сивова Константина Дмитриевича, Златова Константина Петровича, также тренерский состав. В последнее время он занимается в Кишиневе, но представляет, естественно, нашу доблестную непобедимую Гагаузию. Ну, что еще могу сказать? Выступил идеально, использовал все 6 подходов. Выжали из него все, что могли. Буквально сейчас вот я могу перепрыгнуть, сейчас через неделю едут в Бухарест на чемпионат Европы. Также, но до 20-23. Естественно, там повзрослее будут ребята. Но будем бороться, постараемся привезти очередную медаль в копилку страны и Гагаузии, естественно. Как идут подготовки на такие крупные соревнования, на чемпионаты? Что нужно? Это обычная тренировка или она какая-то другая? Расскажите немного об этом. Как проходят дни спортсменов? Естественно, это проходит в плотном режиме, по 2 тренировки в день. На сборах, если они на сборах по линии Федерации Молдовы, значит, они в отъезде где-то. Буквально сейчас вот было окошко, где они были, как говорится, бесхозны, когда шел чемпионат Европы. Так мы сделали у нас в школе детям 10-дневные сборы, 2-дневная тренировка, питание, потом они посещали бассейн наш. Так что все в процессе. Никто не расслабляется, да, все да. Тренируются. Ожидали ли ваши ожидания и вот реальность? Это совпало? Ребята, которые завоевали медали, и те, которые не завоевали, что им еще в принципе, планировали, конечно. Все это планировалось и закладывалось как в общий проект. И я думаю, что мы вписываемся в запланированный наш проект. Давайте поговорим немного и о соревнованиях, которые вы уже немного затронули. Ну, раскройте немного скобки про Бухарест, куда поедут наши ребята, как идет подготовка к этим соревнованиям. Непосредственно они сейчас на сборах, почему я один здесь нахожусь. Девочки у нас на сборах в Ниспаренах. Саша, который индивидуально готовится, он в Кишиневе на сборах с тренером своим. Так что все в процессе подготовки. Ну, а, как говорят, помост покажет. Как вы считаете, как тренер, ваше мнение, насколько такие соревнования крупные, более мелкие, помогают спортсмену продвинуться в своей карьере спортивной? Обязательно. Соревновательный период, чем плотнее, тем больше человек опыта набирается, соревновательного. И
уже понимает, где, как подойти, все вот эти нюансы, все ошибки явно, как говорится, всплывают в процессе непосредственно соревнований. Поэтому вот сейчас на сборах тоже не могу не отметить нашу гордость. Елена, которая в августе тоже готовится вместе со всеми на квалификационный чемпионат мира, где они уже набирают квоты свои, чтобы попасть на очередные Олимпийские игры, которые будут проходить в Париже. Тяжелая атлетика – это более такой мужской вид спорта, но тем не менее и девушки в регионе тоже им занимаются. Это миф, то, что это мужской вид спорта, либо это правда, и девушкам тоже можно заниматься? Ну, если подходить демократично к этому вопросу, если женщины уже и в космосе были, и почему бы им не поднимать ту же штангу? И к большому удивлению, честно сказать, что настолько все это набирает обороты, что с каждыми соревнованиями все больше и больше девочек выступает, и очень даже неплохо. Вот сейчас от нас 3 девочки будут представлять страну, вот в Бухаресте. Это отрадно, и я думаю, этим только гордиться надо. Скажите, какие еще в Гагаузии помимо Камрата существуют центры подготовки по тяжелой атлетике? Или вы единственная школа? Нет, давайте начнем с того, что у нас школа называется региональная. Так вот, мы стремимся к этому, чтобы максимально охватить по всей Гагаузии. На сегодняшний день вот у нас в Камрате и очень даже неплохой зал открыли в Кирсово на базе гимназии. Планируем в Кангазе открыть. Ведется работа в Вулканештах. В Чедерлунге обязательно надо будет. В процессе будем продвигаться, потихонечку расширять свою географию. Многие родители сетуют, суетятся, не знают, особенно в летнее время, куда отдать своего ребенка, и часто задумываются о каких-то секциях. Почему им надо выбирать именно тяжелую атлетику? Ну, вы знаете, вот я когда занимаюсь набором, прихожу и акцентирую свое внимание на таком понятии, что все чемпионами не могут быть, но здоровыми обязаны все быть. И любой вид спорта, он только дисциплинирует юношу или девушку и как-то обязует, если совсем коротко, то имеет занятие свое и стремится к чему-то, отрываем от улицы, если честно говоря. Насколько популярен этот вид спорта сегодня в Гагаузии, в Молдове? Ну, если говорить в общем по стране, очень даже это самое, потому что 12 городов и районов, где культивируется этот вид спорта. И если говорить о мировых европейских медалях, то очень много у нас призеров, как чемпионы, рекордсмены или призеры Европы, так и мира. Какой сегодня расклад в мировой тяжелой атлетике? Кто основные соперники Молдовы на чемпионатах Европы, на других чемпионатах? Вот ваша оценка как тренера. Если брать последний, вот даже чемпионат Европы, очень даже неплохо мы выступили, обогнав такие гигантские дружины, как Германию, там, Италию. Ну, флагманом в нашем виде спорта является вот Армения, Грузия, также Болгария, можно отметить и Польшу. Ну и мы где-то в серединочке. Ну вы тоже стремитесь быть наравне с флагманами, которые вы перечислили. Чего не хватает в Гагаузии для успешного развития тяжелой атлетики? Что необходимо сделать совместно с властями, например? В этом плане я только могу поблагодарить и поддержку. Управление, исполком, они проявляют внимание. Вот буквально сейчас недавно экипировку раздали вот
именно детям, которые представляют на европейских мировых аренах нашу страну. Ну, единственное, увеличить самоотдачу самих тренеров, чтобы это самое. Вы же понимаете, все зависит от финансов. От тренера, от финансов. Без подготовки профессиональной, естественно, тяжело говорить о результатах высоких. Поэтому стараемся, ежемесячно проводим семинары, тренерские советы, консультируемся, приглашаем за пределы Гагаузии ведущих специалистов, они нам учат, секреты выдают свои. Так что повышайте работаем. свою квалификацию. Да. Всячески. Без этого результатов не видать. Давайте немного поговорим о спортсменах, которые постоянно завоевывают медали. Как вы можете их перечислить, несколько, такие самые яркие медалисты, и охарактеризовать их, за счет чего вот им они добились такого успеха, они будут примером сейчас для ребят, которые думают пойти в тяжелую атлетику. Ну, как и в любом виде спорта, трудолюбие, дисциплина, самоотдача. Вот это и есть залог победы. Поэтому примеров очень много, начиная с нашего олимпийского чемпиона Тудора Касапу, Вадима Вакарчука, братана Александра. Это ребята, которые на мировых аренах были призерами и чемпионатов мира, Европы. Насколько популярен этот спорт, мы уже поговорили, но хотелось бы узнать, много ли перспективных спортсменов, которые претендуют на членство в сборной страны. Они уже есть, конечно, но и есть подрастающее поколение, которое тоже стремится быть чемпионами. Да, есть. Не без этого. Есть ребята, которые не пропускают, систематически ходят. Даже бывает, что выгоняешь из зала, но не так просто выгнать. Поэтому на таких надо равняться. И того же взять Витю Доброва, тоже наш Гулливер, будем так говорить. Он молодец, он даже утром приходит на тренировку, и чтобы далеко не ходить домой, он в зале передохнет и потом опять за работу. Так что есть ребята, на которых надо равняться. Сколько детей ходят в вашу школу? С какого возраста можно посещать тяжелую атлетику? Ну, сейчас, видите, во всех видах спорта тенденция такая, что омоложение идет. Поэтому с какого возраста бывает со 2-го, с 3-го класса. А так фактически с 10, с 12 лет самое оптимально вот так вот привлекать юношей, девушек. Что касается количественного состава, официально в школе 126, вот по журналам это, а естественно по факту намного больше, потому что приходят, уходят, и мы не торопимся их записывать в журналы, пока они, как говорится, не вольются в наш коллектив. Поэтому работаем. В советские времена были великие кумиры, такие как Юрий Власов, Леонид Жаботинский, Василий Алексеев. Есть ли на примете спортсмены, подобные им, такого же масштаба личности? Либо они сейчас еще на пути к этому? Да, вот вы правильно отметили, что они на пути. Есть звездочки, которые никто не может сказать, что будет через 10 лет. Может, олимпийскими чемпионами будут или станут такими же суперзвездами, как вышеперечисленные вот эти вот наши гранды тяжелой атлетики. Так что будем надеяться. Сейчас какие кумиры у молодежи существуют вот, в этом виде спорта? Ну, есть многие мировые, то в сборной Грузии там тот же гигант, который на каждых соревнованиях поднимает рекордные веса. Так что у каждого юноши свой, как говорится, маяк. Тяжелая атлетика – травматичный спорт. А какие основные травмы характерны для тяжелой атлетики? Какие ребята получают? Легко ли оправиться после этих травм? Как их не получать? Вы знаете, у меня вот, я 10 лет в большом спорте был, и меня обошли все эти травмы. С чем это связано? Это в первую очередь зависит от тренера. Грамотно подходить
и индивидуально каждому юноше и стараться не перегружать. И отсюда, а где-то, если не досмотреть или упустить, значит, юноша может травмироваться. Ну, как правило, как в любом виде спорта, травматизм не исключен, но стараться надо, чтобы их меньше было. Не могу не спросить, с какими трудностями и проблемами сегодня сталкивается региональная школа по тяжелой атлетике? Ну, если я скажу, что у нас проблем нет, то, наверное, не получится. Ну, есть они И никто проблемы. не поверит. Да, это будут... Основные, что для этого надо сделать, чтобы... Ну, что касается материальной базы, я считаю, у нас идеально. Единственный недостаток, вот, расширить географию, и для этого, естественно, средства нужны, и желание, и, естественно, со специалистами немножко проблематично, как и везде. Поэтому решаем вопросы медленно, но уверенно. То есть филиалы в скором времени появятся, вы перечислили в Кангазе, в... Работаем с вулканистами в Чедерлунге, помещение фактически есть. Вот сейчас будем изыскивать средства, чтобы это все внедрять в практику. А как появилась идея открыть эти филиалы? Наверняка много желающих посещать тяжелую атлетику, либо вы решили, что это больше популяризирует этот вид спорта, и тогда географически, да. появится, Географически это необходимо. И не могу не отметить помощь вот, молодежи и спорта управления. И также взять, например, что касается федерации, вот Касим Петрович там тоже вот заинтересованы, выискиваем варианты, где-то что-то как-то. Так что сообща работаем, а если команда серьезная, значит будут серьезные результаты. И последнее. Как вы определяете перспективных ребят, будущих чемпионов по сложению, по физическим данным, по психологии? И есть такое мнение, что опытный тренер смотрит не на фигуру, не на мышцы, а нужно смотреть именно в глаза. Они должны гореть желанием. Вы с этим согласны? 100%. И любой тренер в любом юноше, двух одинаковых людей нету. Так что, когда смотришь на двух или трех, уже вырисовывается из них кто-то лидер. Вот оно, в принципе, это закон природы, поэтому не мы придумали, работаем, оно видно сразу, как относится. И самый немаловажный фактор, вот, психологический. Я всегда акцентирую своих тренеров, чтобы работали в воспитательном плане, потому что дисциплина – это все. Я даже не хочу по-вчерашнему возвращаться в футбол, но это... Вы можете прокомментировать. Ну, если говорить лично свое мнение, значит, все было идеально, организация, слов нет, одни эмоции, но вот эта закорючка, вызывающая неконтролируемое поведение этого футболиста, ну... Я даже не берусь... В вашем виде спорта такого не может быть, потому что Нет, ребята вы уже... знаете тоже почему. Все зависит от тренера. Вот юноша приходит в зал, и надо работать с ним, чтобы научить его контролировать свои эмоции, где выкладываться, где не выкладываться. Это все в процессе решается, и под наблюдением тренера достигаются хорошие результаты. А тяжело ли отказывать ребятам, у которых не получается, и как объяснить ребенку, что не каждый может быть чемпионом? Нет, ну они уже сами в процессе потом видят, стараются, тянутся друг к другу. И как бы он ни тянулся, он видит, что он где-то может где-то недоработка психологическая или недооценивает сам себя. Так что всякое бывает, как и в любом виде спорта. У вас есть уникальная возможность обратиться к ребятам, к молодым людям Гагаузии, чтобы приобщить их к вашему виду спорта. Дорогие юноши и девушки, призываю приходить в наш зал, уютный, комфортабельный, где проходятся часто соревнования. База шикарнейшая. Каждую неделю парная баня у нас с бассейном,
плотные соревнования, коллектив дружный. Так что приходите и набирайтесь здоровья и силы. Она вам всегда пригодится. Спасибо, Виктор Федорович, что сегодня приняли участие в нашей программе. А мы желаем вам и вашим спортсменам на ближайших соревнованиях в Бухаресте завоевать как можно больше медалей и Да, первых мест. только за. И думаю, так оно и будет. Удачи и вперед! Спасибо. И вам спасибо. Гагаузия Gün Günden программасы yetiştik endi sonuna. Siz kalın bizimle GRT kanalında.